воистину ингушский писатель, хотя бы потому, что все свое ты пишешь на нашем прекрасном языке. Трудно переоценить твой вклад в нашу литературу. Так высказывается исследователь ингушского фольклора Ибрагим Дахкильгов о творчестве народного классика Ахмеда Бокова. Это один из самых известных писателей республики. Общий тираж его произведений составил около 3 миллионов экземпляров. Показатель до сих пор является рекордным в творчестве писателей всех Кавказских республик. Учащиеся читают стихи, посвященные Ахмеду Бокову. Авторы строк – учителя школы. Прославил род ты свой на долгие века. Родного слова, шире обладая знанием, пленил ты речью многие сердца. Ты в прозе рассказал историю народа, не обошел ни ссылки, ни войны. Талантом наделив себя природа, дала любовь, признание иных. Во время подготовки Селима Даурбекова узнала много нового о жизни и творчестве автора. Например, он печатался в газете «Сердало», был ее корреспондентом. Она прочитала почти все его книги. Больше всего ей нравятся романы «Сыновья Беки» и «Багровые зори». Он писал про труд людей. Вот в «Сыновья Беки» он рассказал о послереволюционного времени, то, как там все происходило. Также он рассказал о очень таком популярном революционере Торка Хаджи Карданове. Ахмед Боков вкладывал душу в каждое свое произведение. Помимо романов, он писал повести. Это «Старый дом», «Трудный путь», «Буран» и «Райхант». Герои последней сегодня ожили перед зрителями. Произведение, хоть и было написано более 50 лет назад, своей актуальности не теряет. Сценка о ребенке, чье имя нельзя называть, вызвала неподдельный интерес у зрителей. Чем только не занимался Ахмед Боков, он учился самым разным направлениям, от зооветеринарии до режиссерской деятельности в Назрановском народном театре. Служил на фронте. В годы Великой Отечественной войны его направили на строительство оборонительных рубежей на подступах к Малгобеку. Впоследствии особое внимание в своей творческой деятельности он уделял теме войны. Все это отражено в его произведениях. Произведения, которые были написаны, как говорится, кровью сердца, душой, они поэтому живы, и поэтому их любят, поэтому их переиздают, и по ним будут учиться. Я надеюсь, что это будет продолжаться долго и долго. В числе приглашенных гостей сегодня и племянник ингушского драматурга Иса Боков. Первым наставником его жизни был именно дядя. С ними они были очень близки. Когда Ахмед Боков собирал материал для своих произведений, часто брал с собой и маленького племянника. И все вот эти вот эпизоды я вот сидел, тоже слушал, и вот потом он дополнительно, вот когда мы были дома, он рассказывал об этих событиях, и это формировало во мне мой жизненный путь. Я понимал, что очень много недосказано, очень много не исследовано, и это нужно этим заниматься, нужно развивать, потому что мы сами должны писать эту историю. И мой дядя все время мне об этом говорил, что только мы должны правильно это все изложить, потому что это наш взгляд. Он никогда не стремился к славе, вспоминает Иса. Для драматурга было важно рассказать историю своего родного края. Своему племяннику говорил: где бы ты ни был, не забывай, что ты представитель этого народа. После прочтения романа «Сыновья Беки» Иса решил заниматься историей. Я не прекращаю, я занимаюсь этим. И у меня вот эта искра, которая зажглась в тот период, в 1967 году, когда появился трон, мне это было всего, мне было 10 лет тогда, я был в 3 классе. И вот то, что я хочу сказать, что нам нужно читать больше. И когда мы читаем, у нас вызывает больше вопросов, мы больше интересуемся, и продвигаемся. Еще при жизни Ахмед Боков считался классиком ингушской литературы. Говорил, историю Ингушетии нужно писать только на родном языке. Его не стало 2 апреля 2006 года. В этом месяце исполнилось 82 года. Через 2 дня после его смерти вышел указ президента России о награждении писателя орденом Дружбы за заслуги в области культуры, искусства и за многолетнюю плодотворную работу. Кто забудет о прошлом, тот не поймет настоящего и совсем не той дорогой пойдет в будущее. Наверное, Ахмед Боков и не думал, что эти его слова из знаменитого романа «Багровые зори» станут сегодня для каждого из нас самым верным напутствием. Амина Зязикова, Сулейман Костоев, Магаз 24.